если сегодня обратить внимание на поликлиники, которые у нас, да, в городе, к сожалению, они оставляют желать лучшего. Где-то чуть ли там не полдырявый, я уже не говорю. Самое главное, диагностика. Так, я вот, если вы позволите, я продолжу. Ведь с поликлинического звена начинается очень многое. Туда в первую очередь должны обращаться люди, которых не тогда, когда уже совсем все плохо, когда его нужно ввести в стационар и помогать ему там непосредственно в стационаре, оказывая какую-то высокотехнологическую помощь. Это четкая градация пациентов, это снятие нагрузки с центральных лечебных учреждений, это касаемо той же бюрократии и очередей, в которых, к сожалению, приходится ждать. Он может простоять 40 минут, а ему в центральном лечебном учреждении говорят, к сожалению, доктор сейчас на операции не может помочь, а другого специалиста нету. То есть это касаемо и кадрового вопроса тоже. Поэтому вот хотелось бы мне, конечно, поподробнее узнать, вообще какая-нибудь работа ведется ли в этом направлении. То есть все мы понимаем, что это ведь улучшает качество жизни наших жителей, и мы должны заботиться о Какая нем. работа, что ты имеешь в виду? Ну, вообще, вот, какая... здравоохранения, что мы делаем? Нет, то, что была проведена огромная работа касаемо непосредственно инфекционной больницы, это все видно. Мы скажем, это мы не упустим. Такие Я имею в виду, вот... Поэтому, если ты сказал, что делается, просто я хотел уточнить детали, которые ты какой детали. Это касаемо непосредственно оснащения поликлинического звена. То есть, да, и условий работы специалистов в тех или иных учреждениях, а именно поликлиники. Спасибо.